Гэты чалавек быў неверагодным авантурыстам і таленавітым музыкантам. Ён пісаў хіты, якія вы дакладна ведаеце. Паспрыяў поспеху ляпісаў і би-2, удзельнічаў у радыкальных перформансах, троліў, натхняў і мог зайсці ў любыя дзверы. Сёння я раскажу вам пра яскравага артыста з самых нетраў беларускага андэграунда. Ён зрабіў неверагодную кар'еру ў 90-х, але не перажыў нулявыя. Тут будзе шмат гісторый, пра які вы дакладна нічога не ведалі. Гатовыя? Тады пачынаем! Тебя уснул во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь во всем мне рассказать, ты же знаешь, где мне искать. Гэта адзін з галоўных хітоў гурта «Браво». Вы яго дакладна ведаеце, але ці ведаеце вы, што словы да гэтай песні напісаў беларус? Вось ён. Васіль Шугалей. Чалавек неўтаймаванай творчай энергіі, які за 33 гады свайго жыцця зрабіў столькі, што хапіла б на 3 змястоўныя біяграфіі. Вельмі папулярны на пачатку 90-х гурт «ы-ы-ы». Я знаю, что подруга в меня влюблена. І яго нашчадак 20 тысяч зажигалак. Ветер качает хвою в сосновом бору. Той самы джингл для культавай перадачы. Все нормально, мама. Вершы з вялікім рэспектам да Хармса. Напрыклад, знакамітай «Я бубу цябе в губу». Акцыянісцкае мастацтва. Трыб'ют Пугачовай, сюрпрыз для Аллы. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые. Гурты би-2, ляпіс Трубецкі, Жукі і запрещенные барабанщики. Круто, правда? Шугалей не ўмеў жыць сумна і заўсёды быў у цэнтры ўвагі. Нават калі сам не трапляў у аб'ектывы тэлекамер. Што гэта за чалавек? І як ён змясціў сабе столькі супрацьлегласцяў? Зараз я вам все раскажу, але спачатку будзе урывак з вельмі цікавага відэа. Нету с нами слепого кота. Пардон, извините, я плохо играю, серьезно. Як вам? Ці пазналі вы гурт, які засвяціўся ў гэтым роліку? Не? Тады пачакайце крыху і даведаецеся, а я зараз раскажу, пры чым тут Вася Шугалей. І пачну я з 1989 года. Менавіта яго можна назваць адлікам з пачатку творчай кар'еры Шугалея. Чаму? У дагніваўшым Савецкім Саюзе пачынаецца сапраўдны ўсплёск творчай актыўнасці. Нарэшце легальна тут можна праводзіць сапраўдныя рок-фестывалі. Адзін з іх «Рок-сырок» у Магілёве. Спецыяльна для яго малады Шугалей сабраў свой гурт «ы-ы-ы». Дзіўная назва, правда? Сам Васіль распавядаў, што яна імітуе стоган чалавека, якому балюча. Вось так. Граць на інструментах асабліва ніхто не ўмеў, але імпэту хапала. Хлопцы напісалі 3 песні і паехалі ў Магілёў. І нечакана для ўсіх занялі там другое месца. А ведаеце, хто перамог на тым фестывалі? Малады бабруйскі гурт. би-2. Менавіта яны на гэтым рарытэтным відэа. Выступаюць на дні народзінаў Шугалеяў, і гэта першае задакументаванае з'яўленне Шуры і Лёвы на сцэне. Зацаніце. Итак, сегодня нас будет поздравлять группа би-2. З би-2 у Шугалея будзе працяглая гісторыя ўзаемаадносін, але пра гэта пазней. Спачатку раскажу вам, як увогуле Васіль прыйшоў да музыкі, бо першапачаткова ніхто б і не падумаў, што ён стане музыкантам. Шугалей нарадзіўся ў Мінску ў 1970 годзе. Вучыўся ў звычайнай школе, а потым раптам вырашыў паехаць вучыцца ў Ленінград, у мараходнае вучылішча. Вось як ён сам пісаў пра гэта ў далёкім 1991 годзе. Раней я быў дробязным, злым, запалістым, рабіў усім паскудства. Урэшце рэшт і мне сталі рабіць паскудства, і я прыйшоў да высновы, што рабіць паскудства не лепшае з таго, што можа быць. Таму я стаў спекулянтам, але і бізнес не зацікавіў мяне. І я паглыбіўся ў рамантыку. Паехаў у мараходнае вучылішча.
Там я адразу не сышоўся характарам са ўсімі і ад горкага жыцця пачаў пісаць вершы. Я бубу тебя в губу, ты бубу меня в губу. Я так больше не могу, я хочу бубу в бубу. Гэта першы верш, які напісаў Шугалей. І менавіта ён стаў ледзь не фальклорным. Гэтыя радкі нейкім неверагодным чынам разляцеліся вельмі шырока, а ў жыцці Шугалея здарыўся вельмі круты паварот. Ён паступіў у музычнае вучылішча ў Мінску. Нечакана, праўда? І менавіта тут ён пазнаёміўся са сваім паплечнікам Павлом Юрцевичем. Я в те прекрасные годы учился в Минском музыкальном училище, увлекался джаз-роком. Самое близкое к рок-н-роллу, то, что я слушал, это был какой-нибудь блюз Дэвид Террос. С андеграундом вообще никак не был. Вообще никак не был связан. И во всю эту катку меня кинул Вася Шугалей. Тогда, когда я с ним познакомился. Мы только начали 4-й курс, то есть это было сентябрь или октябрь. Вот, и я хотел сделать капустничек. Как обычно, я чего-нибудь хотел сделать. Но мне посоветовали, говорят, что вот там на вокальном отделении пришел дюже веселый человечек. Но я пошел, нашел, поздоровкались, познакомились. Говорю, так и так, вот капустничек хочу сделать. Говорят, дюжа в этом плане смышлен. Но он такой, да, говорит, а почему бы и нет. Достает из кармана, значит, такую маленькую такую книжечку, томик Даниила Хармса. Да, говорит, вот почитай, говорит. Ну, собственно говоря, с тех пор я как бы влюбился в Даниила Хармса. То есть это был, значит, сначала был такой в литературу панковскую, скажем, да, кидок. Капустник мы, кстати, с ним так совместно и не сделали. То есть я его делал потом сам. Вот. Но уже он через какое-то довольно близкое время подошел ко мне, говорит, слушай, нужен трубач. У меня тут группа музыкальная, то сё. Давай, типа, попробуем. Ну, я попробовал так, как бы и попал. То есть вот они съездили на программу А, и вот сразу после этого уже поменялся у него состав. Набрали музыкантов мы из музыкального училища. В газетах сразу стали писать там на концертах. Ну, уже после концертов, что, конечно же, там там взяли какой-то приз, потому что это же профессиональные музыканты. Там у него все такое. Вот. И уже только, короче, познакомившись с ним, я начал что-то как-то понимать и начал как-то знакомиться с ее представителями. Беларускі андэграунд тады закіпаў. Нараджаліся новыя праекты, з'яўляліся пляцоўкі. Можна было рабіць рэчы, якія раней просто не ўяўляліся магчымымі. Ну и если мы говорим сегодня про Васю Шугалея, то вот первый раз я его увидел на площадке Палаца мастацтва в актовом зале. Что-то там какой-то был фестивальчик, кто-то организовывал. И вот я там увидел вот этого персонажа. Вышел хор на бэк-вокал в виде девушек в каких-то косыночках. Вот, ну, такое у меня осталось в голове. Движуха была, потому что, во-первых, время голодное, что придавало всем движение. Куча народа остались без работы и средств существования. Я помню, я тогда был режиссером театра в мединституте, и у меня было 2 маленьких детей, и этих денег мне не хватало, чтобы прокормить семью. И я вот ночной клуб организовал в Дворце культуры тракторного завода. Вот эта вся консервативная прослойка постсоветской номенклатуры, у нее тоже было желание выживать. И поэтому они, как и милиция, легко шли на всякого рода авантюры. Абы была копеечка. Поэтому можно было со всеми договориться. И с бандитами, и с ментами, и с чиновниками. Открывались для андерграунда любой актовый зал, если ты приносил копеечку. Вось у такіх абставінах і выбухнуў гурт ИИИ. Шугалей перыядычна ганяў у Маскву і Піцер чытаць свае вершы. І аднойчы нейкім неверагодным чынам прабіў выступ свайго гурта на культавай перадачы А, якую вёў Артемій Троіцкі. Так з'явілася вельмі дакладнае вызначэнне стылю, у якім працуе гурт. Зацаніце. Группа ИИИ базируется в городе Минске. Ее возглавляет Василий Шугалей. И
Сейчас вы увидите их впервые. Я думаю, что их не видели даже в Белоруссии на телевидении. Песенка «Я знаю, что подруга в меня влюблена». Я определяю стиль группы ы как пато-рок. Пато, естественно, слово «патология». Дворец наполнен тобою пивной. Забыто все на это существует простой. Или же подруга в меня влюблена. Или же ты втюрилась в другого пацана. Гэта ўрывак з песні «Моя подруга в меня влюблена». Галоўны хіт, які ў выніку трапіў на першы і адзіны афіцыйны альбом гурта ы «Только для девочек». Складанку дзіўных і вясёлых песень пра каханне. Гурт ы стаў знакамітым. Шугалей – зоркай. Зацаніце, як ён распавядае пра свае перакананні маладому Ягору Хрусталёву ў інтэрв'ю. Так, Вась, ну теперь серьезно. Мы видели твои песни, видели твои картины, ты читал стихи. Видно, что в тебе уживаются два, ну, может, намного больше людей или просто разных имиджей, но все-таки вот этот твой имидж, это манера поведения на сцене, это что, желание просто пооригинальничать или это протест против чего-то? Ну, видимо, это все-таки протест. Протест против нашего всеобщего жлобства, против нашего такого псевдоэстетства, то есть псевдоинтеллектуализма. То есть это все в комплексе. Я просто терпеть не могу жлобов, терпеть не могу наших отечественных, деланных интеллектуалов. Ну и, видимо, поэтому такие и вещи получаются. Да. З Хрусталёвым, дарэчы, у Шугаляя былі цудоўныя адносіны. Настолькі, што менавіта Васіль запісаў культавы джингл для перадачы «Усё нормально, мама». Все нормально, мама. Але давайте вернемся да ы. Гурт паступова пераўтвараўся ў сапраўднае творчае аб'яднанне. Маштабы сапраўды ўражвалі, хоць і было гэта вельмі хаатычна. Собственно говоря, когда собирались мы в училище, на базе училища же и репетировали, находили какой-то класс, то есть нам, старшекурсникам, это было совершенно легко сделать, никаких проблем. И дальше Вася приносил песню, значит, он ее под гитару нам пел. Гитарист, понятно, что играть. То есть Вася наиграл, так, ага, он просто снял аппликатуру, значит, все, опять, окей, это играет. Так, там, басист. А что мне играть? Так, вот тут реально такие вот вопросы. То есть это не было такого, значит, творческого единения, когда каждый что-то накидывает, и вот там что-то, вот это вот хорошо. По крайней мере, сначала такого точно не было. То есть что играть? Василий подумал так. Ну, и начинает просто напевает партию. Там пум-пум-пум-пум-пум-пум. И все, там потыкал, подобрал. Ага, так, все вот так. Окей, там, альтист. Значит, мне что играть? Там, ну, например, там уже что-то показывает, там, может быть, так. Он говорит, нет, вот тут вот так, а вот это вот убери, а вот это вот в этой части сыграешь, вот тут. То есть вот компоновалось все это. Значит, там духовым просто типа там нотку взяли, там, потянули, раздули, там, все так, окей, мы уже сделали пачку, то есть как бы что такое гармония, мы как бы представление имели, уроки уже были. Его прелесть была в том, что он умел очень точно и лаконично придумать точную, лаконичную и очень простую партию. Он, в отличие от журналистов, понимал, с кем он работает. Следующая композиция исполняется в стиле рок-н-ролл. Эта композиция рассказывает про то, как вьетнамские мужики приезжают в Корею. Нет, ну приезжают, короче. Поехали. Приготовились. Да. 1, 2, 3, 4. Пришел на танцы один. Стою, смотрю сквозь стекло, как на вьетнамских мужчин твои целуют челом. Но мне туда не войти, и не пихнуть тебе нет. И только этот мотив слушай мне в ухо в ответ. Вася всегда... У него сценический костюм был. Значит, там
папин какой-то там пиджак, какие-то расклешенные штаны. Все какое-то такое несуразное, там мог и в шапочке плавательной выйти. То есть, совершенно какой-то клоун такой, да. Все мальчики в группе были обязательно в костюмах. Это обязательные условия были. Костюмы, галстуки. Но в солнцезащитных очках. То есть, все такие, типа мэны такие. Вот. А девчонки были таких а-ля 70-е. То есть, цветастые платья, парики соответствующие, яркий макияж, мушки всякие. То есть мы представляли образ человека, который хочет себя представить обществу, вот типа вот мы такие респектабельные там, и так далее. Девчонки показывали, что внутри там как бы нас происходит, вот, а я ему дала, вы не думайте. Вот. Ну и в итоге, как бы суммируя, вот он образ Шугалея. Как бы хрен пойми что, не пойми что. Вроде бы и в костюме, но при этом какой-то такой смешной матюкающийся субъект. Но при этом поет нежные песни про любовь, хоть и, может, груповато исполняет, но песни нежные. Шугалей придумываў самыя неверагодныя рэчы, прычым мог заахвоціць імі каго заўгодна. Васька был прекрасным человеком. По масштабу личности тогда еще это было вообще не совсем понятно. Хотя, говорю, он был бесспорный лидер. Его все, так сказать, брали на веру. Даже когда девчонки там в запеве там песню дала. Ведь ты ему дала, не поет. Да я ему дала. Он говорит, я не буду это петь. Я ему дал. Нет. Все приличные девушки, но при этом, вполне там кто-то курил, кто-то мог и выпить. То есть, как бы не сказать, что такие уже совсем недотроги. Вот. Но такие, я не буду там при всех, я ему дала. Он как-то их при этом убеждал, и это все равно пелось, то есть, в итоге. Поэтому он как бы был достаточно сильным человеком. На самом деле все равно трогательным и нежным. Потому что все песни, да все его творчество, наверное, было про любовь. Тым, хто не вельмі блізка знаёмы з вашай паэзіяй, большасць вашых вершаў ўсё ж такі пра каханне? Яны розныя бываюць. Таму што бываюць пра каханне, бываюць про каханне бывает. Про любовь, про пацана, про его любовь. Да, немножко несмелым, поэтому все это пряталось за какими-то шуточками, за каким-то цинизмом. Вот. Но мы всегда были молодые, нам всем было там немного за 20. Провокатор. Вася был провокатор. Он тусовался, тоже с андерграундными ребятами. Причем он не просто тусовался, он собирал вокруг себя людей. И в творчестве у него всегда была провокация, и в жизни у него всегда была провокация. Выглядел он так. Кепка, пальто на майку, а пальто шикарное из верблюжьей шерсти как будто. Видно, что дорогое пальто. И при этом, а там какая-то маечка. И вот он даже, помню, в ресторане мы сидим, это первая встреча, его уже интересовал Михалок. Он же был не только артист, но и продюсер, я бы сказал. Он, не стесняясь, сидел, не снимая кепку в этом пальто в ресторане. Так сказать, постсоветском осяродье было не принято. Потом что-то захотел на сцену вылезть, начал долго требовать, чтобы ему включили микрофон. В общем, сплошная провокация. Аднойчы ён зайшоў у грымёрку да Александра Малініна і зрабіў яму важную прапанову. Маўляў, у мяне ёсць цікавы аўтэнтычны гурт. Пагналі разам на гастролі ў Японію. І Малінін сапраўды зацікавіўся гэтай ідэяй. Праблема была толькі ў адной драбязе. Ніякага аўтэнтычнага гурта не існавала. Таму Шугалей хутенька яго сабраў. История была дивная, но в целом как бы он и девчонок там... Все, едем в Японию. Собираю группу, едем в Японию. И, в принципе, это вполне могло бы сработать. В Японию, конечно, никто не поехал, но по посольствам в Минске группа повыступала.
И это было востребовано, то есть, насколько я понимаю, например, там тот же «Палац» тогда еще только репетировал свою первую программу. Я не был их директором, то есть я не организовал никаких концертов, я собирал этот кагал народу на репетиции. Организовывал эти репетиции и делал так, чтобы эти репетиции состоялись. Кастролі па Японіі ў выніку не адбыліся, але Васіля гэта не расчаравала. Ён працягваў ганяць у Маскву і Піцер і нават удзельнічаў там у вельмі радыкальных перформансах. Гэта адзін з іх. Вокладка часопіса «Радак» 1993 году. Акцыя называецца «Ганьба 7 кастрычніка». На здымку злева направа Шугалей і мастакі Анатоля Смалоўскі, Александр Брэнер і Олег Маўрамаці стаяць на фоне парламенту, які разбомбили танки. Вот же, в конце концов, что ж у нас художник, акционист, связался там с этим Ницезиузик, такое объединение акционистов. Выпустили даже журнал, очень даже такой прекрасный. Это как раз уже там была фотография на обложке «Расстрел парламента», какой-то год был, 93-й, что ли, получается. Дык вось. Памятаеце, я казаў, што Шугалей нейкім неверагодным чынам адчыняў любыя дзверы. Так здарылася зноў. Арцемій Троіцкі пазнаёміў Васіля з Яўгенам Хаутанам з гурта «Брава». І гэтае знаёмства вылілася ў сапраўдны хіт. Шугалей напісаў тэкст да песні «Ветер знает». Хафтан, я бы, думаю, не сказал бы, что Вася Шугалей – это добрый. Потому что как-то при мне он требовал у него дополнительных бабок за песню «Ветер знает». И говорил, я тебя засужу. Вот, добрячок. Вось як Шугалей распавядаў пра пачатак сваёй маскоўскай кар'еры. Я паехаў туды, зразумеўшы, што тут усё, мяжа. Я апынуўся ў межах, ні туды, ні сюды. В Москве іх не было. Москва сама по сабе велізарная краіна. Думаю, што ў першую чаргу зацвердзіцца мне дапамагла песня «Ветер знает», а ў другую дапамаглі некаторыя мае сябры. У прыватнасці Валера Жукаў, аўтар астатняй часткі тэксту альбома гурта «Брава» на перекрёстках весны. Ён дапамог маральна і крыху з жыллём. Алена Сферыдова маральна і матэрыяльна. Можна і так разважаць. Мне дапамагло жыццё, у якім былі мае сябры, а пасля пайшло ўсё астатняе. Што адбывалася з гуртом «ы-ы-ы»? Ён проста перастаў рэпетаваць. Нібыта існаваў, а нібыта і не. Проблема состояла в том, что нас было 12 человек. Это очень много. То есть даже выехать там в тот же Могилев мы сами как бы себе не могли позволить. Все тогда были беднее церковных мышей. То есть денег не было ни у кого. А организаторам, которые тоже, не сказать, чтобы сильно богатые были-то, но тянуть кагала с 12 человек, это как-то тоже неудобно. Поэтому, то есть, какие-то крупные там фестивали, которые, белорусские фестивали, например, тот же «Сырок», то есть, его было сложно представить без «ы», когда вот у тебя под боком есть «ы», и у тебя на фестивале нет «ы». Это как это? А где, если там подальше где-то, уже были сложности с этим. Поэтому прекратили. Ведь мы не распадались на самом деле. Официально это не было заявлено никогда. Просто в какой-то момент прекратились репетиции. Пачаўся перыяд вялікіх справаў. Шмат гісторый напісана пра то, як Шугалей быў прадзюсерам гурта Ляпіс Трубецкой. Ды ён і сам пра гэта казаў у сваіх інтэрв'ю. Ляпіс Трубецкой гэта зразумела. Яны маюць зусім канкрэтную папулярнасць у Расіі. У дадзеным выпадку я абапіраюся не на тое, што я прадзюсер гурта, падабаецца ён мне асабіста ці не, а проста калі я пытаю у сваіх новых знаёмых, у старых, ведаеце такую каманду, адказваюць, вядома, хто не чуў песню «Ау». Мне радасна, што ёсць Сярожа Міхалок, ёсць Ляпіс, ёсць такія песні. А вось вам версія ад сапраўднага прадзюсера Ляпісаў Яўгена Калмыкова. Я записал на ВХС кассету «Ляпис Трубецкой» и на аудио записал там на радио какие-то песни. Взял этот материал и поехал на программу «А». Приехал на программу «А», привез эти кассеты,
позвонил туда, в Москве, не знаю, как сейчас, но тогда везде были железные ворота, как туда надо было стучать или что. Я вот стучал. Вышел админ, я его узнал, он тоже был в кадре в программе «А». Я сказал, ну вот, мы же договаривались, что я принесу, ну давайте. И поехал я опять домой. Потом также я пытался в одно место, в другое, но Вася делал по-другому. Как-то по-другому, что сразу же у него были доверительные отношения с компанией «Союз». И можно сказать, что по-серьезному к Ляпису Трубецкому отнеслись после какой-то предварительной работы Васи. И Вася в этот момент формально выступал как продюсер. Он нас продавал, имея в виду получить за это куш, ну там, или не один куш, но... Я зашел уже во внутреннюю территорию, там такой внутренний дворик. У нас запланирована встреча с руководством. Ну, я оделся такой нарядненький. Значит, а внизу Вася, значит, в каких-то футбольных трусах, в сланцах таких китайских и с бутылкой пива, открытой уже. Ну, и такой стоит, значит, ну, что тебе, сколько тебя тут ждать, пошли, такие, так, ну, понимаешь, да? Я готовился к этой встрече, а он, видимо, тоже. Это была долгая история с компанией «Союз». Я очень хотел подписать с ними контракт, потому что, ну, я видел там какие-то в этом перспективы. А Вася видел в этом деньги. Вася способствовал тому, чтобы этот контракт был подписан. Но я уже понимал, что с Васей рядом, ну, мы вместе сосуществовать не сможем. И во время подписания контракта я поставил вопрос так, что вот вы вносите в проект, ну, компания, деньги, не буду разглашать почему-то сумму, ну, в общем, а вот эту сумму вы отдаете Васе Шугалею. Мне говорят, да нет, его же можно как бы кидануть, зачем он тут нужен, он же там... Я говорю, нет, вот я хочу, чтобы вы отдали деньги человеку, и все, больше я чтобы его не видел. Не как человека, потому что у нас много общих друзей и все такое, а именно как моего сопродюсера или что, значит. И я про себя думал, ну, мне бы дали 10 штук баксов. Дали бы в те времена 10 штук баксов, да я бы отлично, и, ну ладно, приходил бы просто на концерт, это же мне на всю жизнь хватит такой суммы. И вот уже, значит, момент подписания, уже обо всем договорились. Мы приехали, какой-то очередной корпорат Женя Кравцов, Комплексбанк, нас пригласил в Москву кому-то показать минских уникумов. Отель, там внизу этот ресторанчик, где мы выступали, я не помню, какой отель. Уже все закончилось, время где-то 3-4 ночи после концерта. А Вася все, есть дело, нужно поговорить. Приходит в номер, с банкетного зала он взял голову свиньи, знаете, ну, поросенок молочный лежал на столе, ему понравилась голова, он ее захватил с собой. Сел напротив меня, достал эту голову и с пятачка начал ее грызть. И при этом говорит, Калмыков, давай кинем этот «Союз». И говорит, вот, саквояж, помните саквояж? Помнишь, саквояж были такие саквояжи квадратные. «Дипломат» это называлось, да? Дипломат с бабками. Дают такую-то, я не помню какую, но какую-то сумму, которая гораздо больше и интереснее, чем контракт с «Союзом». Нет, так не делается, мы уже обо всем договорились. Да чего ты? Ну, вот такой был человек. И с этой головой. Было шмат вясёлых, смешных ці не вельмі момантаў. Вось вам, напрыклад, гісторыя пра тое, як Міхалку зрабілі зубы за альбом. Цікаво, правда? Значит, у Михалка нужно было делать рот. Ну, зубы полетели, а бабок не было. Мы записали уже альбом «Ты кинула», но он еще нам ничего не принес. И концерты были редкое исключение по Беларуси. Ну, что там по Беларуси? Кравцов говорит, ну, у вас же столько много там песен, которые не вошли в «Ты кинула». Давайте у меня на студии, где, значит, мы записывали песни.
Но прав на этот альбом, то есть и ничего мы это не выпустили, потому что «Союз» выпускал «Ты кинул», мы потом «Ранитое сердце» такое выпустили. Вот, когда записывали «Ранитое сердце», записали еще кучу материала, короче говоря. Евгений Кравцов говорит: зубы нужны, отлично, я готов их оплатить, а этот альбом мой. Я сказал: нет, мы подумаем, что-то там, как я боюсь, чтобы сейчас не соврать уже, а то и некому подтвердить, оба померли, кроме меня. В общем, они, как у меня остался осадочек, что они киданули, потому что, альбом-то стоил больше, чем на тот момент. Это же не Ирод Михалку делал, Михалок-то молодой был. То есть, там 6 пломб поставили, 2 выдрали, условно говоря. В общем, киданули они тогда вместе с Кравцовым нас с этим альбомом. «Союз» его выпустил, но было так, что, я, во-первых, рад, что эти песни увидели свет, а так бы, может, и не увидели бы. Другое, что, это такое было кидалово, как бы не страшное, потому что мы все-таки сидели там, записывали. В общем, были взаимные, как бы сказать, взаимозачеты. Гэта зусім іншая рыса характару Шугалея. Ён умеў круціцца і круціўся. І так моцна, што трапляў у самыя неверагодныя гісторыі і да самых неверагодных людзей. Вось вам прыклад. Маштабны праект «Сюрпрыз для Аллы», які Шугалей нібыта прыдумаў разам са сваёй сястрой Вольгай. Здарылася ўсё так. Аднойчы Васіль гуляў з сястрой і ўзгадаў, што гурт Эрейжа перапеў Абба. Вырашылі, што на расійскай эстрадзе такога не хапае. І ў выніку запрацаваў той самы скіл – уменне трапляць у любыя дзверы. Так з'явіўся трыб'ют, а пазней яшчэ і тэлеканцэрт. Ці вось тая самая гісторыя з Би-2. Маладыя хлопцы без капейчыны прыязджаюць заваёўваць Маскву. І тут ім дапамагае стары сябар, у якога яны гралі на дні народзінаў. Кажуць, менавіта з падачы Шугалея песня «Полковнику никто не пишет» трапіла ў саундтрэк да фільма «Брат 2». Ну а далей вы ведаете. У черта на куличках Вася снимает квартиру. Мы с Михалком приехали в Москву. Приехали по своим делам, но заехали в гости к Васе. И был Паша Булатников. И Паша Булатников был, как шкелет. Мы спросили: а что ты, Паша, вообще кушаешь тут? Тебя что, Вася не кормит? Он говорит: не кормит. Говорит: мы ездили неделю тому на поле, собирали неубранную картошку в Подмосковье домой. А так покупаем вон окорочка, а Вася больше не дает, на шоу-бизнес. То есть Вася держал общак, то есть собрал вокруг себя людей, держал общак. Вообще хочу сказать, что Вася не реализовался, конечно, в полной мере. Он хотел создать секту. Проектаў было шмат. Шугалей працаваў з жукамі. І з запрещенными барабанщиками. І нават зняўся ў тым самым кліпе пра негра. Вось ён, зацаніце. А вось вам Любаша. Таксама праект, да якога спрычыніўся Шугалей. Некалі даўно Таццяну Залужную, якая спявала пад гэтым псеўданімам, называлі летняй пераемніцай Пугачовай. Яна нават напісала некаторыя хіты для Пугачовай. Вось адзін з іх. А вось цікавая гісторыя, якую распавядаў пра Любашу Шугалей. Нібыта кантракт Васіля з Залужнай Пугачова выкупіла за смешныя $200. Як вам такое? Але ўсё роўна Васіля цягнула да творчасці. У выніку ён стварыў новую інкарнацыю ы-ы-ы – 20 000 зажигалак. Прычым на назву гурта яго зноў жа натхнілі Би-2. Ідэя назвы прыйшла ў галаву, калі, слухаючы з ранішняга бадуна справаздачы радыё «Максімум» пра «Максідром 2000», ён улавіў рэпліку аб выступе гурта Би-2. Каб вы бачылі, дарагія радыёслухачы, 20 000 запальнічак, якія запалілі ў зале падчас выканання Би-2 песні «Серебро». Быў і яшчэ адзін фактар, які паспрыяў стварэнню гэтага гурта. Пра яго пісалі расійскія таблоіды. Памятаеш, неяк я табе казаў, што лідар гурта «Жукі» Валера Жукаў адзін з нешматлікіх прыстойных людзей сярод артыстаў. Пачаў аповед аб новым праекце Шугалей. Высветлілася, што я глыбока памыляўся. Мінулай восенню мая сястра Вольга, дырэктар Жукоў, зваліла на ПМЖ ў Швецыю. Я пагадзіўся замест яе дапрацаваць да канца года. У выніку Жукаў узяў перадаплату за 3 канцэрты і адмовіўся на іх выступаць. А заказчыкам сказаў: вы з кім дамову падпісвалі? З Шугалеем? Вось у яго грошай забірайце. Гэтае кідалава канчаткова ўмацавала мяне ў думцы, што ёсць толькі адзін артыст, з якім можна мець справу. Гэта я сам.
і пачаў працаваць над сваім новым альбомам. І вось што атрымалася ў выніку. Ветер качает хвою в сосновом бору. Пусть иглы от елок зеленых впиваются в локти. И в холод, и в дождь, и в жару, под шорох листвы на ветру. И я тебя пру. Ну вот, скажем, концерт. Я был на концерте. Это было, наверное, первое выступление, не первое. 20 тысяч зажигалок. Алена Лазарь, такая дизайнер минская, пошила для группы 20 тысяч зажигалок костюмы. Эти костюмы представляли себя презервативы, условно говоря, которые вот залазит вот это вот тельце, понимаешь, и... А на члене, кстати, у него болтался носок. Но это, видимо, Кидис из Red Hot Chili Peppers повлиял. Все-таки какая перекличка с сегодняшним днем. За это судят или что там делают? Гэта нейкая сапраўдная гісторыя поспеху, пра якія мы чытаем у цэнтральнай прэсе і потым яшчэ доўга спрачаемся пра гатунак таленту. Шугалей зрабіў столькі ўсяго, што немагчыма было паверыць, што гэта толькі пачатак, бо яму ж было толькі 33 гады. Ивы плачут листвой, и ты меня совсем не хочешь понять. Типа я тебе сегодня совершенно чужой, а на любовь тебе плевать. И только ивы плачут листвой, и ты меня совсем не хочешь понять. Типа я тебе сегодня совершенно чужой, а на любовь тебе плевать. Але раптам Васіль знік. Ніхто не ведаў куды, бо толькі-толькі ён падпісаў з мейджарам «Саюз» новы кантракт і мусіў прыязджаць на рэпетыцыі. Музыканты яму тэлефанавалі, а там запісаны голас Шухалея. «Хеллоу, малые, вы не звоните мне, я не звоню вам, но тем не менее, что-нибудь скажите. Куды знік Васіль?» Падрабязнасці шакуюць. Значит, они подготовили с группой новый альбом. Вот должны были его делать презентацию. И, насколько я понял, Вася опять-таки нашел денег, довольно какую-то крупную сумму, не знаю подробностей. Вот, снимал он квартиру туда в Люберцах, по широте своей душевной, на радости от этого, значит, там купил бухла. Ну и, я так понимаю, соседи, то есть где-то или перед домом там увиделись, типа, а давайте выпьем, ребята, у меня сегодня там хорошее настроение, я денег заработал, ну и все такое. Вот. А Вася любил, в принципе, так по ушам поездить, потому что он там крутой и так далее. То есть это, в принципе, как бы, с одной стороны, это было правда, с другой стороны, ну, это было хвастовство. Но Гопота об этом узнала, и как-то они решили, они, как обычно, 3 извилины или даже 2, а может и 1, и подумали, что вот это все где-то здесь, давай-ка мы его грабанем. А тогда же было самое простое... По, так сказать, старой привычке предыдущего десятилетия, как ограбить, убить, а потом уже забрать просто. Так и произошло, то есть они задушили его сетевым шнуром от компьютера, в смысле от блока питания, завернули в ковер, там положили в уголке, а дальше неделю шуровали в этой квартире, искали. Мне позвонил отец его, наверное, насколько я помню, да. Отец и сказал, что вот да, что Васю убили. Осознание всего того, что там, ну, насколько он там был большой фигурой в белорусском андеграунде и в моей жизни конкретно, для меня лично, то есть это чуть позже пришло уже, потом. З хаты Шугалея вынеслі ўсё, у тым ліку і жорсткі дыск з музыкай. Узнавіць дадзенае не атрымалася. Шугалея не стала 7 сакавіка 2004 году. Яскравае жыццё таленавітага правакатара і авантурыста абарвалася вельмі раптоўна. Хто ведае, што б ён паспеў зрабіць яшчэ? Новыя музычныя альбомы? Маштабныя прадзюсарскія праекты? Новыя цікавыя гурты?
Ці нешта яшчэ? Одна художница, которая впоследствии стала моей женой, Дарья Калмыкова, значит, она, например, для Васи рисовала... Сюжет был... Я видел эту картинку, значит, земной шар, который держит хасид, обнявшись с арабом. И что-то там было написано, какой-то лозунг, и он на полном серьезе все, делаю секту. Как бы. Ну и у него действительно все наклонности и способности для этого были. Не помню, шоу-бизнес как-то его отвлек от этого процесса. Как говорил Юрий Иосифович Будько, наш первый продюсер, который записал наш альбом, когда я принес ему послушать Васин трек про маму, вот такой вот, представляешь, вот, и вот «Эй, мама, эта песня для тебя, ла-ла-ла-ла-ла». То есть такая очень пафосная такая, хорошая, по-доброму пафосная песня про маму. Он говорит, следующий шаг. Это уже политика, наверное. Так что совершенно не исключаю, что пошел бы в политику. Потому что Вася, в принципе, он всегда был, помимо того, что вот он художник-акционист. Вот есть такое дело. То есть для него акция важна, событие. И, соответственно, его делать, формировать и так далее. А для политика это и есть жизнь. Павел Юрцевич ужо пасля смерці Шугалей адкрыў сваю ўласную студыю. Менавіта тут запісалі невыдадзены альбом «ы-ы-ы» «Зелёное золото». Партыі Васіля выконваў Зміцер Вайцюшкевіч. А разам з гэтым альбомам з'явілася цэлая анталогія творчасці «ы-ы-ы» і Шугалея сольна «Васька жив». Зацаніце ўрывак з выступа гэтага праекту ў галерэі ў Кароткае. Обоссала подруга колени, и шнурки, и носки обоссала. Вдруг подходит к ней дедушка Ленин. Говорит, бляха, ссать, не устала? Вот што пра яго пісаў у сваёй рэцэнзіі Сергей Пупст. У цэлым жа гэтае музычнае прынашэнне Васілю Шугалею наводзіць на думкі досыць няпростыя. Як зразумець, што чалавек робіць тое ці не тое? Наколькі важна не растраціць сябе, застацца сабой? Думкі аб тым, што можа празвінець і заблішчэць. А можна ціха і ўдумліва падысці да самога стрыжню жыцця. Сказаць пра галоўнае без маскі Вася Шугалей, здаецца, не паспеў. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, пастаўце лайк і падпішыцеся на мой канал. Тут ёсць шмат цікавых гісторый пра беларускую музыку. Любіце яе, слухайце яе.